ассалому алейкум шунавандагони арҷманди радиои муҳоҷир. Бигзор то бигӯям. барномаи меҳмони фарохонда. ба қавли Носири Хисрав, чу меҳмон оядад дилшод мебош, зи ҳар банду ғаме озод мебош. меҳмони барнома Фаридуншо Раҳматуллоев. Фаридуншо Раҳматуллоев ҳунарманд. 2 июли соли 1971 дар Душанбе таваллуд шудааст. соли 1993 шуъбаи амалкунандаи ВГИК курси Михаил Глузскийро хатм кардааст ва соли 2000 хатмкардаи шуъбаи режиссураи донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон. ӯ дар беш аз 30 филмҳои русӣ нақш бозидааст. оружие, аслиҳа, никто кроме нас, ҳеҷ касе ғайри мо, золотой запас, захираи тиллоӣ, закони улиц, қонунҳои кӯчаҳо, новые римляне, румиёни нав, турецкий транзит, французский шпион, ҷосуси фаронсавӣ, тихая застава, новая земля, замини нав, исо ва ғайраҳо. ӯ футболбозиро дӯст медорад. мухлиси Ювентуси Италия аст. пешаи ҳунармандӣ аз нигоҳи шумо. Актерская профессия, она самая яркая и неблагодарная. Яркая, это понятно. Где неблагодарность? Мы еще когда были студентами, Михаил Андреевич Глузский всегда нам говорил: зачем вы выбрали эту профессию? Это такая неблагодарная, вам будет трудно. Пока не поздно, подумайте сейчас. А мы нет, до конца пойдем. То есть это я не хотел обидеть своими этими неблагодарные. Это не то, что неблагодарные, это отличная работа. Но он объяснил, почему? Он сказал, что у вас будут очень большие трудности впереди. Не все из вас смогут стать актерами. Кто-то может закончить, будет работать вообще в другой сфере, может где-то в театре. Не все смогут стать актерами. То есть это не очень востребованная профессия? Она востребованная, но очень сложная. Это нужно попасть в русло, во-первых. Актеры кино и актеры театра. Есть актеры театра, которые они видят себя в театре, а не в кино. Но есть актеры кино, которые работают и в кино, и в театре. А вы себя кем считаете, актером кино или театра? Я больше актером кино. Театры пробовали? Пробовал, я работал в театре в Душанбе, театр Маяковского, Русский драматический театр. Работал 2 года, потом приехал в Москву. Так хорошо, есть такое изречение, да? Художника может обидеть каждый. Скажите, пожалуйста, актера кто может обидеть? Актера обидеть может только актер. Не режиссер? Нет, режиссер. Не гример? Нет, это все это командная работа же. Они делают историю вместе. То есть актер помогает гримеру, гример помогает актеру, режиссер помогает актеру, актер делает свою работу, которую режиссер должен утвердить. То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если актер начнет обижаться, то в первую очередь должен обижаться на себя. На себя, только на себя, больше ни на кого. Скажите, пожалуйста, а как же зрители, болельщики? Отзывы читаете про свои работы и фильмы? Конечно, читаю, если там какие-то там очень неприятные? Я читал и про себя. Были всякие дискуссии, что вот так вы показали плохого человека. Плохого человека же актер должен показать. И хорошего тоже. Есть герой, есть антигерой. Мы в основном, мои роли отрицательные. Поэтому... иногда же бывает такое, что отрицательный герой, наоборот, симпатизирует ему. У отрицательного героя тоже своя история, у него своя правда. Да. Своя правда. Но все равно хорошее всегда побеждает зло. Но и все равно, вот смотрите, Мюллера, по-моему, играл Броневой. Я бы не сказал, что я отрицательный герой, а на самом деле это же папа гестапо, руки по локоть в крови. Они все сыграли отлично свои роли. Они так вжились в это. По тем временам это был один из лучших работ того времени. Каждый актер просто
Там вообще непонятно, кто там отрицательные герои. Вроде вот эти фашисты, вот это гестаповцы, вот это вроде Третий рейх, который уничтожили столько. Да. Они идут тоже к своей цели. Они тоже идут, да. Ну вот этот негатив, который должен исходить из отрицательных героев, лично я никогда не прочувствовал. Я иногда пересматриваю этот фильм, эпизоде. Это в первую очередь заслуга кого? Сценариста, режиссера или актеров? Конечно, с первым делом это сценарий. Если сценарий расписан очень хорошо, грамотно, и актер только с удовольствием будет работать. Но, к сожалению, в последнее время очень много есть такие моменты, когда, допустим, снимается фильм, грубо говоря, про Афганистан. Герои должны быть герои этой страны. Но вы сделаете антигероев тоже достойными, чтобы интереснее было. Чтобы был баланс какой-то правильный, чтобы интереснее было смотреть. Они очень достойно воевали тоже, это все знают, весь мир это знает. Прислушиваются? Ну, конечно, прислушиваются, но есть такой момент, когда уже против сценария идти нельзя, потому что это все ломается, и линия, и драматургия ломается, и все вот это ломается. Но в любом случае, если на месте уже как бы советуются, так как там по фольклорным делам обязательно, там по костюмам обязательно советуются. Но вот хочу принести пример, вот когда снимали фильм «Тихая застава», Сергей Маховиков, он еще заранее, он сам не раз был в Таджикистане, он знает эту культуру и сам видел, и он всегда спрашивал, вот как вот здесь, то есть он беседовал, то есть он очень хотел показать, чтобы была вся правда. И на самом деле максимально он сделал так, что было все очень хорошо и со стороны, то есть боевиков оппозиции, я имею в виду с Афганистана. Вот эта война была очень правильная, то есть баланс шел правильный. Не было такого, что там были, да, у этих тоже своя правда была, у антигероев. Они как бы были у себя на земле. Пограничники, они защищали границу. Это очень такая тонкая... Вот смотрите, Фаридун Шо, извиняюсь. У меня вот была практика, как-то мы собирались со своими российскими коллегами, и редактор одного из очень известных российских изданий, которая шла о Кыргызстане, упомянула Киргизию. Но я возразил, что эта страна теперь называется Кыргызстан. Но нет, они для нас были Киргизии и останутся киргизами. Вам так не возражает? Вот таджики для нас, афганцы для нас вот такие есть и должны быть. Все, и больше другого не примем. Ну, это уже будет неправильно. Во-первых, нужно уважать все народности. Везде есть, всем известно, что везде есть положительные люди, отрицательные. Допустим, он не виноват, что он родился в Афганистане, а не в России или на Украине или где-то. Поэтому это было бы неправильно, но нужно к каждому народу нужно с уважением относиться и, как говорится, дать какие-то симпатии, наоборот. Наоборот, нужно поддерживать другие народности, чтобы, во-первых, тебя чтобы уважали. Мы можем констатировать факт, что наш таджикский актер Фаридун Шо Рахматуллоев является не только проводником таджикской культуры, но и афганской. В кино, к сожалению, по нашим типажам мы только играем таджиков, арабов, испанцев, цыганов, пакистанцев, кавказцев, потому что мы все похожи. Поэтому. И вам, наверное, легче, чем другие, вживаться в эти роли? Ну, когда читаешь свою роль, то есть... Отзывы? Нет. Роль, перед тем, как начинаются съемки, дает? Да, допустим, вот ты читаешь этот образ, и сразу ты себе говоришь, как бы ты вместо вот этого человека, как бы ты вот это бы сделал. Да? То есть у меня уже свое видение к этому образу, и вот как-то пытаюсь что-то сделать. Хорошо, спасибо. Аслан дар ҳаёт кӣ шудан мехостед? Агар махфӣ набошад, худи шумо чӣ гуна ба ин касб меҳр пайдо кардед? Так как мой дедушка был первым генералом Таджикистана, генерал Ташмухамедов, я очень хотел стать военным.
Я даже учился в Суворовском училище в Душанбе и хотел поступить в Рязанское училище ВДВ. К сожалению, в тот год, когда я должен был поступать, был вывод войск из Афганистана, то есть это был 89-й год, 80. А я заканчивал уже Суворовское училище. Ну и разнарядка, как говорится, не пришла с этого училища, квота, да? Квота в Таджикистан пришла, и мне сказали, либо выбираешь другое училище, какое-нибудь есть вот общевойсковые, там есть вот это там. Он есть в Новосибирске, там общевойсковое училище, где есть факультет ВДВ. Я сказал, ну нет, я если поеду только в Рязань, больше никуда, потому что там у меня брат учился. Он переходил на 4-й курс. Военный. Да. Я к нему хотел. Ну и вот, мне дали пока время на размышления, и я уже понимал, что туда я не попаду. И как-то вот сидел дома, и пришел друг ко мне, постучался, ну я открыл ему, он говорит, что делаешь? Я говорю, ничего, сижу дома. Говорит, пойдем, дойдем со мной. Я говорю, ну пойдем. И мы вышли, я живу в Душанбе, рядом с пединститутом, мы по проспекту Ленина пошли вниз, в сторону центра, и уже где-то подходим к парку. Я говорю, ну куда идем вообще? Он говорит, да, до Дома кино. Сейчас сходим. Сходили до Дома кино, а там столько народу, и вся молодежь там. Я думаю, что тут такое, кино какое-то, что ли? И подошли, и там записывали это. Оказывается, там был конкурс в ВГИК. Я-то думал, митинг. Нет, был конкурс в ВГИК, и мой друг записался, как бы, и я стою рядом с ним, эта девушка сказала, вы тоже? Я говорю, да, я тоже. То есть и мою фамилию записали, я знаю, какой есть у меня в ГИКовский. И, честно говоря, ну, меня вызвали, я зашел, сидел Михаил Андреевич Глузский, Людмила Юрьевна сидела, жена Бориса Черкова, она была потом будущим нашим подмастерьем. И поступили в ВГИК? Начали меня спрашивать, я с ними начал общаться, там, попросили меня рассказать стихотворение, но я рассказал им. Прошел этот, оказывается, был такой предварительный первый тур, и потом второй тур. Мне сказали вот подготовиться басни, вот это. А я, вы сами понимаете, после Суворовского училища какие басни. Ну, я пришел к дяде, а он как раз тоже выпускник ВГИКа, он учился у Сергея Бондарчука, это Асланшур Рахматуллаев. И я к нему пришел и говорю, ака, я вот хочу поступить, он на меня смотрит. Да, после войны Суворовского училища человек захотел... Да, он на меня смотрит, говорит, ты типа в своем уме? Я говорю, да. Я говорю, вот мне дали вот это задание, он сказал, вот выучи вот это, и пошел учить, и ходил к нему, и он меня как бы он меня не учил, он меня наоборот поправлял. Я один раз рассказал ему, он выслушал, дал замечание, давай еще раз. Ну, то есть подготовил немножко. А кому я пойду? Только к нему. И вот, благодаря вот ему, как бы, я вот... Это был 90-й год? Это 89-й. 89-й. И вот я поступил. В ГИК. Да, в ГИК поступил. И вот учился там недолго, года два, и все. Потом это, в связи с событиями в Таджикистане я должен был вынужден туда ехать. Так, стоп, почему? Так надо было. Иным обстоятельствам. Понял. И дальше учеба? Ну, дальше, то есть, я к чему это говорил? То есть, вот такой был поворот, что я, да. Как вы хотели стать актером? То есть, я вот так поступил просто, совсем случайно так. Я хотел всегда стать военным, хотел стать десантником, что папа, он не хотел, если честно. А тогда был какой-то патриотизм, вот, быть военным, выполнить свой интернациональный долг. Ну, вот и нас готовили в Суворовском училище. У нас были два преподавателя, которые нас обучали именно персидскому писанине и военной терминологии. То есть нас готовили уже заранее. Видишь, случайно. Случайно даже рентген открыли. Рентгеновский луч открыли случайно, абсолютно. Это как побочное явление. Да. Савуль Набати.
барои пешравӣ дар мулки бегона сарпарасте доштед? Ну расскажи, пожалуйста, как ты там с Душанбе перебрался сюда, в Москву, в Россию? Честно говоря, уже, как говорится, если в Москве, это я потом уже понял, когда тебя здесь нету, тебя никто не знает, и все. Это очень было сложно именно по линии кинематографии пройти дальше, потому что я когда приехал, мне нужно было как-то жить. Сам взял, приехал или приглашал? Сам приехал. Конечно же, первый год я никак не попадал в кино, я просто работал в магазине грузчиком. Работал грузчиком, у меня была ночная смена, то есть я вечером приходил, работал там, принимал там заказы какие-то, расставлял. И все, и потихонечку я уже думал, что все равно это не мое, и нужно как-то выходить на свою работу. Я позвонил Рушту, а он являлся генеральным директором кинокомпании «Высь», которая вместе с Бахтиком Худойназаровым, они работали. Ну, были знакомы. Не первый год, да. Я позвонил ему, я сказал: «Ака, я такой-то, учился там, объяснил я ему. Он сказал: очень приятно, но Фаридун сейчас говорит, у нас пока проектов нету, но скоро будет проект, он должен быть». Это какие года? Это 2006 год, а я в 2005 приехал. Ну, российское кино тогда уже немножко там появлялись, финансы. Да. И я позвонил ему, он сказал: пока ничего нету, но ты не пропадай, ты обязательно хотя бы в месяц разочек напоминай о себе. Звони, я тебе буду говорить там, да, нет. И вот я ему звонил как-то, он пока тишина. И потом, как уже был февраль месяц, я ему позвонил, уже 2007 года это уже. Он сказал: «Фаридунчик, готовься, и это скоро я тебе скажу, ты возьмешь билет и прилетаешь». Я сказал: «Хорошо». А я к этому времени уже поехал в Душанбе, к родным там. Приехал, и я позвонил ему, он говорит: «Все, можешь брать билеты и лететь в Москву». Ну, то есть в Москву ты не заедешь уже, мы тебе возьмем билеты, и ты полетишь в Баку. Там съемки уже. Там начинался проект, и вот я поехали в Баку, и мне дали работу плейбека. То есть я рядом с режиссером сижу, оператор снимает, а я записываю тоже это на видео и как отдельный материал. Я начал работать, еще не успели там поработать, и познакомился, уже приехала вся группа. Мы там уже где-то сначала дней 10 мы сами там готовили все к съемкам, там группу основную ждали. И приехали, режиссер приехал, там операторы, вся киногруппа приехала. И Александр Касаткин был режиссер, и он посмотрел на меня, он говорит: «Фарик, у вас если там борода там нормальная, вы бы могли бы там, у нас есть небольшая роль, сыграть». Я сказал: вообще-то у меня актерское образование. Он: «Да ты что, давайте». И мне дали роль, и она в дальнейшем получилась очень такой нормальной, была отрицательная роль тоже. Но это была первая моя работа в кино. Это фильм назывался «Оружие», 8 серий. И параллельно в этом фильме, когда работали, я познакомился с Константином Лавроненко. Это такой известный актер. И мы как-то с ним сидим, говорим, и он предложил мне, говорит: «Фарик, может быть, вот скоро будет проект хороший. Если хочешь, я твои фотографии брошу туда, там, если понравишься». Как я сказал: «Да не вопрос», я ему дал фотографии. И пошло-поехало. И через 3 дня мне позвонили, сказали, что мы уже с Баку вернулись в Москву, я уже был в Москве. Да, и позвонили и сказали: «Вы можете прийти на встречу, вот вас порекомендовал Костя Лавроненко». Я сказал: «Да, без проблем, я приеду». Я приехал, мы встретились, поговорили. Очень сильный был проект. Проект назывался «Новая земля». Это про
заключенных, которые у всех высшая мера наказания, и их, как говорится, не убивают, а отправляют на новую землю. Там, я смотрел этот фильм, да. Помните, да? Да. Вот это была вот вторая работа. То есть уже раз-два фильма, и потихонечку вот так вот пошло. Самый значимый фильм или самая значимая роль вот в российском кино? «Тихая застава»? Это «Тихая застава». Почему? Потому что она мне ближе. Откуда такая страсть к футболу, к Юве? Да, действительно, я болею за итальянский Ювентус. Это еще с 1982 года, когда они начали играть на чемпионате мира. Я только начал ходить в футбол. И я очень полюбил Паоло Росси. Он играл за Ювентус. И вот я сказал, если он там играет, я буду болеть за эту команду. И вот с 1982 года я болею за Ювентус. Да, играю в футбол и здесь. Играю в команде Первого канала. Каждый год Первый канал делает акции для детей. Каждый 1 июня мы едем по городам России, в год один раз. Вот в том году были в Чебоксарах, в позапрошлом году были... Со звездами шоу-бизнеса. Да, там же... Это все благотворительность. Это все благотворительность Первого канала, да. Это уже на протяжении 12 лет я уже с ними еду и играю в футбол. Я мечтал еще в детстве побывать в Италии, и я был там 2 раза, слава богу. На матч старых сеньор? Не, я на матч не попал, потому что я находился в Риме, а Ювентус, к сожалению, в тот день играл в Сицилии. А в этот день играл Рома и Лацио. Это было дерби, нас туда близко не пустили, потому что это очень опасная игра, как бы там стараются карабинери, это местная полиция, что это туристов как бы близко к стадиону не подпускать, и нас не пустили. И когда они выиграют очередную Лигу чемпионов? Надеюсь, вот в этом сезоне. Кстати, скоро они приезжают в Москву, играют с Локомотивом. Билеты уже есть? Пока нет. Надеюсь, найду. Фаридун шо бигӯяд ки пушаймон нестед аз оне ки мулки бегонаро ватан кардед. Ман пушаймон нестам, ман дар ватани худам. Дар ин ватан бобои мо, бобоҳои ҳамаи мо хун рехта. Бо тақозои касб ба кадом кишварҳо дидан кардед? Ну, тогда еще была Украина, как говорится, тогда еще... Были когда хорошие отношения, да, часто ездили в Украину. Часто ездил, да, много раз был в Крыму, и сейчас я туда еду, как бы. Был вот в Италии, был это на Мальте, был остров Мальта. К сожалению, этот фильм производство не выйдет, потому что там сняли его не до конца, и, к большому сожалению, продюсер скончался, и этот фильм заморозили пока. Уже вот с 2010 года как бы этот фильм как бы стоит, его не делают, и, скорее всего, уже не сделают. Ну вот, ездили по всей России, во многих местах России побывал, в Казахстане. Международная практика. У меня вот единственное, приезжала года 3 назад китайский проект, где я сыграл, опять же, рэкетира. Это история про 90-е годы, когда китайские бизнесмены приезжали нелегально, провозили деньги, и вот это все. И, в общем, я работал еще вот с китайским фильмом. «Операция Москва» называется. И скоро выйдет? А он вышел, но это для китайского зрителя было сделано. Там несколько миллионов просмотров уже. Муҳоҷиронро чӣ гуна дидан мехоҳед? Муҳоҷиронро ман хушбахт дидан мехоҳам. Но я считаю, что я родился в Советском Союзе, наша столица была Москва, я считаю это своей родиной. Сафаратон ба зодгоҳ чӣ гуна сурат мегирад? Тез-тез ба хабаргирӣ меравед? Ростигап раньше ездил чаще. Сейчас, так как сын у меня находится здесь, он студент, тоже учится в ВГИКе на продюсерском факультете, мне приходится здесь больше оставаться, чтобы как бы
наблюдать за ним, помогать ему, чтобы он учился. Но я еду, сейчас вот скоро, дай бог, поеду. А так каждый год я ездил. Последние 4-5 лет я через год еду. Моя супруга, моя дочка, мой старший сын, они приезжали тоже 2-3 раза в Москву. Были здесь и уезжали. Сейчас они там. Дочка в этом году пошла в 1 класс. Старший сын закончил в этом году тоже технологический университет в Душанбе. Супруга работает в медицинском университете в Душанбе в кафедре фармакологии. Ну вот как-то так. میخواستم که شما درباره بیبیتون که ژورنالیست بودن کمی معلومات میدادید. Про нее можно целый месяц рассказывать, это будет мало. Это была такая гениальная, такая замечательная женщина Буренисо Бердыева. ولی خواستم که شما نامناسبشون را گوید. Буренисо Бердыева. Она была редактором газеты «Маурив Маданя» долгие годы. Она меня воспитала. То есть, когда я родился, я был старший внук. Дедушка с бабушкой меня взяли как младшего сына. То есть, они меня воспитали. Они меня еще, будучи 5-летним мальчиком, они начали меня обучать читать, писать, и все, я уже, когда пришел в школу, я уже был готовый. То есть мне не было ничего, я уже знал много стихотворений, я на 15 или на 16 языках мира считал, да, почти, там, не знаю, ну, очень хорошо изучал вот иностранные языки еще в детстве, как уже в школу я пошел готовым. То есть бабушка у меня, она, честно говоря, она была, у нее характер, кто ее знал и знает, она очень была такой жесткой, она всегда говорила правду, хоть в грубой форме говорила, очень грубо выражалась, но она говорила правду. И потом со временем люди понимали, что действительно вот она была права. То есть это бабушка, это была моим ангелом-хранителем. Я помню, даже я еще маленький был, в садик ходил, она приходила с работы, я говорю: бабушка, я хочу посмотреть на самолеты. Она оставляла свои сумки, брала меня, мы садились в 3-й автобус и ехали в аэропорт, а я смотрел на самолеты, как они приземляются, как они взлетают. Целый час вот так стоял, смотрел. Приезжали. Потом она брала меня с собой в Москву, брала. Я еще первый раз я в Москву приехал еще в 1976 году. Первый раз. То есть бабушка меня всегда с собой брала повсюду. Очень я ее любил, ее очень не хватает. Между прочим, она, вот можно сказать, что одна из, как это правильно сказать, инициаторов празднования Навруза. Да, это еще начало 60-х годов. Бабушка зашла, а тогда первое лицо республики был Джабор Расулович Расулов, да. И она сказала, что вот я бы очень хотела, чтобы таджикский народ праздновал этот праздник Навруз. И у них получилась такая небольшая дискуссия, что это нельзя. Бабушка доказала Джабору Расуловичу, что это действительно так, и потом... Это нужно. Это нужно. И вот потом уже вот с начала 60-х годов Таджикистан, Таджикская ССР еще начал каждый год праздновать Навруз и в парке, и по городу потихонечку. И вот на данный момент уже полземного шара как бы справляет. Да. Даже в Москве как бы уже празднуют. Да. اصلا دنیای هنرمند رو دنیای عاری از غم و رنج گویند. ولی هر یک هنرمند خود میداند که چی بار غم و مشکلی ها در دوش دارد. بودند در حیات شما غم و مشکلی هایی که شما پسی سر کرده اید و بازم به یاد میارید؟ Как Фрон сказал, что бедного художника каждый может обидеть. То есть это действительно, да, я вас понял. Да, это до сих пор это продолжается. Всегда трудно, всегда сложно, но
Всегда конкуренция, нужно быть в форме. Да, быть в форме, и когда утверждают тебя на определенную роль, ты стараешься ярко это сделать, чтобы режиссеру это понравилось. То есть от тебя зависит, если режиссеру это понравится, в следующий раз ты будешь понимать, что если с режиссером как бы с полслова друг друга понимаете, значит на перспективу. То есть будешь знать, что режиссер может в другом фильме тебя пригласить, как бы это тоже приятно, и это каждый актер будет стараться, чтобы даже маленький эпизод, он так ярко должен сыграть, чтобы запомниться. Например, как в рекламе «Золотой короны» я видел. Ну да, вот одна единственная реклама, но зато... Да, пока это единственный там проект с рекламным агентством. Да, единственный проект. نو وابسته از همه همین مشکلی های کسب، بالاروی ها و موفقیت ها نائل شدن، از کسب انتخاب کردهتون پشیمان نیستید؟ Нет, я не жалею, я очень рад, потому что... دوست می‌دارید کسب انتخاب کردهتون؟ Конечно, я люблю эту работу люблю. Хоть она такая сейчас нынче сложная, вообще последнее время проектов меньше становится, хорошего кино меньше становится, но я все равно люблю свою работу. سوالی که شما انتظارش بودید و جوابش از ما نشنیدید این سوال رو. Про таджикское кино, наверное. Не, ну таджикское кино это лучшее кино было. Было. Вестерны советского кино это был таджик-фильм. О, надо запомнить. Все фильмы, начиная от Рустам и Сухроб, сказания о Рустаме, сказания о Сиавуше, все вот это идет, это сильнейшие фильмы были. Да, в свое время. Да. Конечно, печально, что нужны большие вложения в кинематограф таджикский, но все равно таджикский кинематограф на месте не стоит, хоть полшажочка, но идут вперед. Следишь за ними? Конечно, пробуют, не получается, но все равно без ошибок не бывает. Сейчас молодежь начинает, новое поколение. У нас последний был покойный Бахтияр Худойназаров, да, который вытащил таджикское кино. Вывел на уровень, да. После него есть у нас Носир Саидов, который по-замечательные картины снимает. Молодец. И молодые ребята тоже. И хотелось бы, конечно, чтобы каждый год по 5, по 6 хороших специалистов готовили для Таджикистана. Пусть приезжают в ВГИК, учатся и на операторов, и на художников, и на режиссеров, и на актеров, и на продюсеров. И чтобы в будущем это все было хорошо. Ну вот в последнее время, допустим, в журналистике появились такие молодые ребята, агрессивнее в хорошем смысле этого слова, свободнее от всех таких рамок, с другим мышлением. И они уже потихонечку составляют конкуренцию асам журналистики. Есть такое там в кинематографе? Конечно, есть. Молодые режиссеры, они сейчас не стремятся заработать денег. Они сейчас делают имена себе. Сейчас лучше сделать имена, а все остальное потом будет. И у них очень такой большой энтузиазм. Они хотят сделать. Они идут к своей цели. Дай Бог, чтобы у них все получилось. И будем надеяться, что через лет 5-6 таджикский кинематограф на 3-4 шага пойдет вперед. Я извиняюсь, повторите вопрос, пожалуйста. سوالی که چی؟ انتظارش نبودید؟ سوالی که شما از ما انتظارش بودید جوابش. Я сейчас, получается так, что я за вас сейчас задам себе вопрос и отвечу на него. Не, немножко по-другому. Какой вопрос ты ожидал от нас, который мне задали? Думаю, что бы вы хотели
я от имени вас, да, сейчас Да, говорю, да. что бы вы хотели видеть сегодня в Таджикистане? В Таджикистане как бы была улучшена жизнь, как вела бы себя молодежь, потому что молодежь – это же наше будущее. Я вот думаю, может быть, не так я сформулировал этот вопрос, но… Ну, отчасти ты уже ответил. Таджикские фильмы. Я бы просто от себя, я бы очень хотел, чтобы в Таджикистане, особенно молодежь, в первую очередь не матерились на улице. Очень хочу, чтобы этого не было. Побольше учили, побольше читали книги, художественную литературу, мировую литературу, ходили в театры, смотрели хорошие фильмы и воспитывали так вот в этом духе свое поколение. А вот миграция как-то на это влияет? Потому что, не знаю, говорят, мат в русском языке это какая-то составная часть. Миграция, вот вы имеете в виду про мигрантов? Да, вот приехали, видят, что это в порядке вещей материться, и идут дома там. А вот я всегда, где бы даже в Москве, я иногда, куда денешься, слышишь эти нецензурные слова, конечно, я даю замечания, я объясняю, нельзя так делать, нельзя. Слава Богу, понимают ребята, и извиняются, я им просто в мягкой форме это объясняю, что некрасиво. Вот мы, когда были детьми, мы играли во дворе, вот не дай Бог какое-нибудь слово мы нецензурные сказали бы, мы вот так смотрели на все подъезды, на все квартиры, никто не услышал нас. Если они услышали бы, пожаловались бы родителям, и за это нас наказывали. Мы очень боялись этого делать. Мы вообще старались это не делать. И поэтому я сейчас призываю, чтобы в Душанбе этого не было и в целом во всем Таджикистане. Материться это нехорошо. Материться это нехорошо. барои баланд бардоштани сатҳи маънавии муҳоҷирон фикри шумо ҳамчун як тоҷики муваффақ. Во-первых, я очень хотел бы, чтобы все трудовые мигранты следили за своим здоровьем здесь, Они, чтобы знали язык в совершенстве, не было у них проблем, и обязательно грамотность. Нужна, чтобы, я не знаю, может быть, чуть позже будут такие институты, которые, на базе, может быть, посольства, либо каких-то организаций, чтобы, допустим, юридические всякие вот эти моменты, чтобы объясняли им, потому что они не знают своих прав. Очень хотелось, чтобы это наша беда, да. Чтобы в этом деле они были грамотные, и чтобы вообще они никого здесь не боялись. Это их родина тоже. Их дедушки здесь кровь проливали, и пусть это все знают. И они пусть не считают себя какими-то чужими людьми здесь. Вы хотите сказать, что пусть чувствуют себя как дома, но не забывали, что в гостях? Это пословица такая, но на самом деле… это образно, конечно. Это так. Во-первых, они, раз живут здесь, работают здесь, они должны уважать эти законы. Они должны, как они своих старших уважают там, они и здесь должны также уважать, помогать. Все, что это, ничего тут такого нету, взять бабушке помочь там, или дедушке помочь. Они и так помогают, я знаю. И всем нуждающимся. Но все равно вот эта традиция у нас в крови. Помогать. И по их поступкам судят всей нации. И по поступкам, да. И вот очень хотел, чтобы вот они вообще, как говорится, не мучились здесь. Были грамотными и работали. Ведь они хорошие специалисты. Ташакур. Таманои шумо ба шунавандагони радиои Муҳоҷир. Счастье каждому, каждой семье,
каждому дому. Хочу, чтобы наш Таджикистан всегда процветал и во всех отраслях, и в спорте, и в искусстве, и в политике, и во всем. Слава Богу, у нас это получается, и еще немножко времени, и таджикский народ встанет на ноги. муҳтарам Фаридуншо Раҳматуллоев, бори дигар хуш омадед ба радиои Муҳоҷир, ба барномаи меҳмони фарохонда. чуноне ки гуфтаанд то ранҷ набарӣ ганҷ набардорӣ, то ҷон ба хатар наниҳӣ ба душман зафар наёбӣ, то дона парешон накунӣ хирман бар нагирӣ. ва барномаи меҳмони фарохондаро бо гуфтаҳои Аҳмади Дониш ба итмом мерасонем. агар мард бо ҷидду ҷаҳд кӯшиш кунад ва хадамоти шоиста ба зуҳур расонад, ба неъмати мавфур яъне фаровон мерасад ва он ки нарасад ба ҷид кӯшиш накардааст. хушрӯзию фирӯзии шумо орзуи ҳамешагии мост, шунавандагони азизи радиои Муҳоҷир.